Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня я хотел бы прокомментировать видео с канала Факты ICTV, где некий украинский журналист Григорий Герман общается с человеком, очень похожего на бойца вооруженных сил Украины. По крайней мере, он находится в их форме. По имени Павел Казарин. Так вот, друзья. Первый раз сегодня, 29-го, уже несколько часов назад вышло это видео, сегодня 30-е, но 29 числа на канале Факты ICTV, как я уже сказал, вышло это видео, где фактически происходит завуалированная, очень обтекаемая такая форма повторения тезисов генерала КГБ Геннадия Гудкова, Фейкина, Ходорковского и других якобы оппозиционеров, которые ратуют за спасение империи. Напоминаю украинцам и всем тем, остальным, кто забыл об этом, если сохранится сегодняшняя фашистская Россия в том виде, в котором она есть, и не будет суда над бандой, террористической бандой ФСБ, то угроза для Украины не будет снята. И именно после этого просмотра этого ролика у меня сложилось такое устойчивое мнение, именно что мне пытались втюхать именно эту информацию, но в первый раз, еще раз замечу, на украинском телевидении, украинском канале, YouTube канале, с логотипом Freedom, что самое неприятное. Ну давайте перейдем к самому видео, я буду комментировать. Видео я немножко ускорил, чтобы не прилетел страйк и чтобы я не тратить много вашего времени. Итак, поехали. Возможно, какие-то, не знаю, течения на отделение будут скорее... Напомню, здесь Григорий Герман задает вопрос Павлу Казарину, произойдет ли развал России и возможно ли такое. И речь идет вот сейчас именно об этом. И здесь затронута Чеченская республика, Ичкерия, моя страна. Именно поэтому я решил ответить вот этим двум товарищам. В Северном Кавказе являются куда большей степени приграничной зоной. Но и там нам сложно предположить, какой именно сценарий восторжествует. Просто потому что сегодня, например, та же Чечня, условно говоря, наслаждается статусом государства, таким статусом республики, которой фактически Москва платит дань. Да. Москва платит дань, это нарратив ФСБ, который нам упорно навязывают, что Кадыров является каким-то хозяином Чечни, что он там чуть ли независимая фигура и так далее, который не имеет 3 класса образования и абсолютно управляемый гауляйтер. Для меня лично оскорбительно, когда вот этих гауляйтеров называют элитой. С таким же успехом можно назвать Пушилина донецкой элитой, или же каких-нибудь там крымских или луганских вот этих коллаборантов. Ну, давайте послушаем. И он говорит, что мы купаемся, наслаждаемся, получаем какое-то удовольствие. И здесь тоже очень важно отметить. Этот человек, ну, или психически нездоров, раз утверждает такие вещи после 10 месяцев широкомасштабного вторжения, такого огромного количества информации, которая подается и нами, и миром, и достаточно просто спросить у бойцов чеченских, которые с 2014 года воюют за Украину, чтобы сделать выводы, в чем мы купаемся и что у нас есть. Да, посылаются деньги, так называемая дань товарищам Казариным, но эти деньги получают именно коллаборанты и оккупанты, которые контролируют Чеченскую республику. И в Чеченской республике находится около 150 тысяч оккупационного контингента. Сейчас часть отправлена воевать в Украину, но часть еще находится. И также находилась вокруг Чеченской республики, в соседних российских республиках. Их тоже отправили. Но коллаборанты в лице там разных вооруженных сил ФСБ, батальон имени Ахмада Кадырова, там Росгвардии и другие, они все находятся и постоянно на чеку контролируют чеченский народ. И Чеченская республика — это самое главное место, которое русские очень сильно хотели бы контролировать. И контролируют, прилагают огромные усилия для этого. Поехали дальше. И захочет ли Чечня обменять, и ее элита, захотят ли они обменять этот статус на какой-нибудь призрак независимости, это тоже вопрос, на который мы не знаем ответ. Ну, на призрак менять мы не согласны.
Но мне очень странно, что человек, про элиты я сказал, он этим нас оскорбляет, но мне очень странно, что это слышать от человека, еще раз повторюсь, в форме Збройных сил Украины. На обменять на что-то. А для чего тогда воюет Украина тогда? За что тогда сражались мы почти 20-30 лет, когда дали время Украине взрастить новое поколение Залужных и других украинцев, которые даже не знали вообще управления над собой фашистской, советской или российской системы. Ну, таких подмен понятий вы сейчас услышите просто огромное количество, огромное множество просто. Ну давайте дальше. Смотри, но с другой стороны, практически не в каждом, но во многих регионах России есть некая часть элит и есть некое стремление. Там мы видели Дальний Восток, что происходило на Дальнем Востоке в прошлом году, да, когда были вполне себе серьезные народные волнения. И Дальний Восток — это приграничная территория, точно так же, как и Кавказ. Саха, да, условно говоря, да, она в середине, но в Сахе, хоть мы не видели никаких выступлений, мы не видели никаких элит, но, условно говоря, там тоже возможно. Там есть это типа, когда мы смотрим, как мы живем, мы понимаем, что это пожитки, нам это не нравится. Знаешь, вообще, прежде чем ответить на твой вопрос, я хочу одну вещь проговорить, возможно, она тебе пригодится. Мне нужно понимать, что потенциальный сценарий дезинтеграции России, если он будет возможен, то он явно будет отличаться от сценария. Обратите внимание, если он будет возможен, он говорит. Да, конечно, он и может быть и не произойти, вероятность минимальная, но этот человек уверен, я уверен больше, чем я в том, что этого не произойдет. Ну, поехали дальше. 91 года. Почему? Потому что в 91 году было четкое понимание. Вот, например, административные границы советских республик. В этих советских республиках есть коренной народ, в Украине украинцы, в странах Балтии, соответственно, латыши, литовцы, эстонцы и так далее, и так далее. Когда мы сегодня смотрим на карту Российской Федерации, мы должны понимать, что в большинстве республик, даже если они формально национальны, мало где коренной народ является доминирующим количественно. То есть чаще всего это история про то, что коренной народ составляет, не знаю, 40 до 50% от общей численности населения, которое живет на территории той или иной национальной республики. Потому что ассимиляция, потому что переселение, потому что смешанные браки, потому что российское руководство выучило сценарий 91 года и пытается от него защититься, в том числе переделывая ментальность людей. Ну, чтобы карелы считались карелами, а русскими, чтобы... Ну, здесь, конечно же, опять идет подмена понятий, и товарищ Казарин утверждает, что 50% во всех республиках, ну, он потом отдельно говорит про Кавказ, где, конечно же, Дагестан, Чечня, Ингушетия, конечно же, Чечня вообще подавляющее большое количество чеченцев, и мы аннексированная территория, как и Крым, и для нас не важно, 50% у нас русские живут или не 50%. Причем некоторые русские, которые живут в Татарстане, Башкортостане, на Дальнем Востоке и в Якутии, они были бы не против отделиться от центра и не кормить этот центр, который их безбожно обдирает. И очень странно слышать от украинца, который приводит такие аргументы, которые не имеют под собой никакого основания. Поехали дальше. И еще один момент очень важный. Он говорит, что в 91 году тогда были национальные республики, понимали все, и вот тогда разошлись. Это совсем не так. Не потому, что в Украине было больше украинцев, Украина отделилась. Нет, это был процесс, который был инсценирован. Может быть, влияли это однозначно, может в этом и принимали участие, наверное, западные страны в этом тоже, но он был инспирирован и запущен именно самим КГБ. Поэтому даже если в Украине проживало бы 99% русских, Украина отделилась бы. И сейчас, как мы видим, они пытаются ее вернуть. То же самое касается и стран Балтии. В странах Балтии до сих пор есть люди, которые придерживаются своей русскости и не учат, и принципиально русскости, имперскости, то есть и не учат русский язык и не получают гражданство. Паспорта гражданина стран Балтии не получают. Поэтому, ну, аргумент вообще несостоятельный. Здесь очень много таких вещей. Давайте дальше. В Исламе точно так же дети смешанных браков считали себя не казанскими татарами, а там, русскими и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот когда мы пытаемся проводить параллель между тем, что произошло в 91 году и тем, что потенциально может начать происходить в России, нужно понимать, что отличия будут. Просто потому что... Отличия, конечно же, будут. Отличия будут очень большие. И здесь, касаясь 91 года, я могу сказать только то, что в 91 году весь мир спасал Россию, спасал от того, чтобы там не наступил голод. Сейчас весь мир этого не делает, как мы видим. Весь мир сейчас помогает и спасает Украину.
И в 91 году, он говорит, что учли ошибки 91 года, и сейчас они ассимилируют, занимаются русификацией этнических республик для того, чтобы избежать сценария 91 года. Как я сказал ранее, в 91 году сценарий был запущен, управлялся КГБ. И ассимиляция и русификация происходила на протяжении всей истории фашистской, имперской, русской России. Поэтому ничего нового сегодняшние КГБшники, ФСБшники не придумали. Они продолжают делать то же самое. Но еще более того я скажу. Этнические республики, понимая, что центр их ведет в бездну, что их обделяют, что лучшие места отдаются русским и так далее, при всем вот при этом вот регионы, этнические республики, они пытаются наоборот больше идти к своему национальному. Даже русские приходят к их национальному больше, чем это было раньше в Советском Союзе. Вот таких вот четких, жестких национальных анклавов, если мы их будем искать, то мы их найдем в лучшем случае на Северном Кавказе. Да. Поэтому, если подобные заделы по дезинтеграции будут происходить, то в значительной степени, да, они будут опираться на, например, субъектность местных элит. Если местные элиты, финансовые, промышленные, политические, захотят этот сценарий играть, то в значительной степени от них будет зависеть, мне кажется, будет этот сценарий сыгран или не будет. Но тут есть еще один момент. Когда происходил 91 год, очень у многих бывших советских республик, в том числе и Украины, не будем сейчас долго его слушать, он просто очень много говорит лжи, откровенной просто. Я не верю, что этот человек просто не понимает, что говорит, поэтому я считаю, что этот человек лжет. Занимается подменой понятий. Он опять же нас называет какими-то элитами, что и нужно договариваться с ними. То есть, как было написано в книге Абдурахмана Авторханова, известного профессора-советолога, в книге от Андропова Горбачеву, он там конкретно описывает гибнюков. И там он говорит, что все, кто сделали себе карьеру, а в России все сделали, в сегодняшней России все сделали себе политическую, экономическую, финансовую какую-то карьеру, только люди по протекции КГБ, ФСБ. И он в этой книге указывает, что он говорит, что навеки, если они заключили договор с этим учреждением, то они навсегда стали добровольными пленниками и слугами этого учреждения. Таков неписанный, но железный закон. И я не верю, что этот человек, опять же, по Станиславскому, я не верю, что этот человек не понимает, что так называемые элиты — это гудковщина, ходорковщина Кавказского разлива. Вот и все. И он хочет с ними договариваться. Такое у меня устойчивое впечатление сложилось, что перед нами представитель КГБ УССР, который пытается называть элитами коллаборантов и абсолютных гауляйтеров, врагов, например, чеченского народа. С кем он? С Кадыровым хочет договариваться? С кем он хочет договариваться? Бред. И еще очень важно, называя нас какой-то чеченской, нашу Чеченскую республику частью фашистской России, это можно было бы понять, если бы это происходило, например, до того, как парламент, Верховная Рада Украины признала оккупированную Чеченскую республику Ичкерию и геноцид, совершенный фашистской Россией над чеченским народом. Но сейчас, когда это все произошло, после 10 месяцев войны, после таких кровопролитных боев, сотен тысяч убитых людей, просто невероятно слушать такое. Заметьте, это в первый раз я такое слышу на украинском канале. Было четкое понимание не только откуда они хотят сбежать, но и куда они хотят прийти. Был образ Европы, был образ западной цивилизации, частью которой Украина, страны Балтии, страны Варшавского блока хотели стать. И тут возникает вопрос, а есть ли такая точка притяжения у российских? Да, я на этот вопрос тоже отвечу. Потому что другого центра на сегодняшний день, такого развитого экономического, такого развитого в технологическом смысле, в правовом смысле, в демократическом смысле в мире не существует.
Именно поэтому так привлекательна англосаксонская, западная, европейская форма управления государством, демократии. Именно поэтому мы тогда, будучи гражданами Советского Союза, стремились, и не только страны Балтии и Украины стремились туда. Мы, чеченцы, стремились намного раньше многих туда. Или, ну, по крайней мере, не меньше остальных мы этого желали. Ну, это даже если при том сегодняшнем положении наших вещей с чеченским народом, после уничтожения 30% от числа наших граждан, это для представления для украинцев, от 40 миллионов, 12 миллионов украинцев потерять. И это после этого мы и огромного, мощнейшей просто пропаганды, которая на нас обкатывалась и сейчас используется против Украины, и я подозреваю, что Казарин является частью этой пропаганды, мы продолжаем хотеть стремление к свободному, демократическому, правовому государству. Потому что по-другому, потому что быть просто не может. Как говорится, рыба ищет где глубоко, а человек где хорошо. Так вот, где есть права, где есть технологии, где есть прогресс цивилизации, уважение к человеку, это нам всегда было близко. Это было всем нормальным людям близко. И якутам, и бурятам, и татарам, и чеченцам, и дагестанцам. Как-то так. Кроме русских имперцев, большинство которых не хотят этого, все остальные в этом мире этого хотят. Поехали дальше. Территорий, которые могут захотеть этого суверенитета и этой независимости. Кто может быть тем новым полюсом и центром притяжения? Кто может стать новым солнцем, на орбите которых эти бывшие субъекты Российской Федерации захотят вращаться вокруг которого орбита? Вот вопрос. Вот я столько разговаривал с американскими аналитиками из бывшими послами Соединенных Штатов Украины и России в какое-то время, в течение последних 9 месяцев. Они все очень четко говорили, что они не хотят развала Российской Федерации. Первое, что они всегда говорят, это ядерное оружие. Им всегда еще на Советском Союзе было проще иметь дело с кем-то одним в Москве, чем с 18-20 людьми, которые управляют 18-20 предприятиями, как распасное ядерное оружие. То же самое Китай, насколько это. Здесь, конечно же, Григорий Герман тоже занимается откровенной дезинформацией, подменой понятий. А в 1991 году, когда Советский Союз разваливался, это правда. Запад не хотел развала Советского Союза, и я об этом много раз у себя в стримах говорил, потому что Западу было, наоборот, очень удобно. Вот это полудохлое, вот это вонючее образование, на фоне которого весь остальной мир просто цвел и пах. И пахнул. И в итоге сейчас он говорит то же самое, касается... развал опасен тем, что есть ядерное оружие. Но я не знаю ни одну этническую, национальную республику в Российской Федерации, в которой бы находилось ядерное оружие. И в 1991 году такая большая проблема, о которой говорит Герман, была решена. И украинцы, мне кажется, должны это помнить. И Будапештский меморандум 1994 года, и белорусы как отдавали, и казахи отдавали, в которых находилось, а России передавали. Кстати говоря, украинцы, которые передали, те же бомбардировщики стратегические, они сейчас бомбят Украину. Но у нас, у чеченцев, нет ядерного оружия. У дагестанцев их нет, у якутов их тоже нет, этого ядерного оружия. И я иногда смотрю Германа, иногда мне попадаются какие-нибудь яркие заголовки после его нескольких таких сомнительных выпусков, я уже не так, конечно, часто его смотрю, но я никогда не видел у него на канале западных каких-то экспертов, которые говорят о том, что они боятся распада России. Может, в кулуарах они ему говорили, но в эфирах я почему-то этого не видел. И это было бы очень странным. Сейчас не 91 год. И денуклеаризация России – это одно из условий Украины и западного цивилизованного мира. Разоружение фашистской России, атомное разоружение фашистской России. И вот в первый раз, еще раз вам говорю, друзья, это очень интересно наблюдать. Вот так происходит подмена понятий, вот так происходит потихоньку сливание тех успехов, которые такой сил, таким невероятным
мужеством, стойкостью, кровью, потом добиваются Збройные силы Украины. Вот это только начало, друзья. Следите за этими двумя персонажами. Вы многое чего от них услышите. Ну, безусловно, для крупных игроков проще иметь дело с одним центром влияния. И мы это помним по 90-му году. И вот это соглашается с Германом. Особенно заинтересованности в обретении Украины суверенитета и независимости, просто потому что не понимали, что делать с еще одним игроком, с таким крупным ядерным арсеналом. И это действительно тоже факт. Вообще, тема будущего России, и случится ли в России дезинтеграция или не случится, это, знаешь, это как есть ли кролик в шляпе волшебника, или его там нет. То есть мы с собой, если поставим перед собой задачу, мы можем набросать 20 аргументов в пользу того, почему это не случится. И точно так же можем набросать 20 аргументов в пользу того, почему это обязательно случится. Что для России, например? Да, 20 аргументов вы набрали, которые абсолютно не выдержат никакой критики. Ну, 20 аргументов за то, что это должно случиться, и без этого Украина не получит свободы и безопасности, как и весь остальной мир. Без суда над террористической бандой ФСБ и освобождением, распуска ГУЛАГа народов, никакой свободы и безопасности ни Украина, ни мир не получат. Именно этого они и добиваются. Им нужна передышка. Украинцы взяли за горло вот этого бешеного зверя, который созревал своих же граждан для того, чтобы захватить власть и прийти в Россию к власти. Своих же россиян, русские, их ФСБ взрывало. Мы все об этом знаем. А вот эти господа, точнее товарищи, по-моему, не уверены в этом. С твоей точки зрения, более выгодно остаться федерацией с какими-то изменениями или все-таки разойтись для граждан Российской Федерации? С твоей субъективной точки зрения, Паша. Мне кажется, что в нынешнем формате существования России у нее очень мало шансов стать демократической страной. Почему? Потому что территория уж слишком разнородная, да? То есть, повторюсь, духовные скрепы не случайно вошли в российский обиход, потому что нужно как-то объяснять немцам, чеченцам, бурятам, дагестанцам, почему они должны жить в одном общем государстве. Еще одна подмена понятий, что какие-то духовные скрепы объединяют немцев, чеченцев, немцев и чеченцев и всех остальных и так далее. Никогда не было речи о том, чтобы объединить немцев и чеченцев, бурятов или там, я не знаю, дагестанцев или там кого-либо еще. Речь шла только о русских скрепах, когда говорил о них Путин. И сейчас этот человек откровенно занимается просто подменой, очередной раз подменой. А вот все эти духовные скрепы — это как имперская арматура, которая призвана стягивать страну воедино. И тот факт, что Россия в нынешнем формате имеет мало шансов на то, чтобы стать демократической страной, в том числе означает то, что ее граждане имеют мало шансов в нынешнем формате жить в стране, которая не будет использовать их как ресурс. Когда-то Мераб Мамарташвили сказал очень важную вещь, что Россия живет не для русских, Россия живет посредством русских, что россияне — это всего лишь топливо для империи. Тут он говорит, что Россия живет посредством русских, за счет русских, а потом он говорит, что россияне используются для войн империи. Возникает вопрос, так, русские или россияне? Потому что русские всегда занимали в этом ГУЛАГе народов, и в советское время, и в других народах. Да, они, конечно же, всегда далеко отставали от нормальных цивилизованных стран с правами человека. Но при всем при этом русские всегда находились на привилегированном положении. А вот другие народы, которые ходили в Советскую империю, в Российскую империю, в сегодняшнюю так называемую демократическую империю, русские всегда находятся на положении баландеров, вертухаев, смотрящими за камерой и так далее в этом ГУЛАГе. Все остальные, чеченцы в частности, находятся на самой худшей позиции в этом ГУЛАГе народов, чем я безмерно горд, потому что было бы плохо, если бы мы были бы уважаемыми людьми в этом гадюшнике. Поэтому очередная подмена понятий. Качество их жизни никогда не было принципиально значимым для любого руководства, какое бы на тот момент не находилось в Кремле. И в какой-то степени вот деимпериализация, она в конечном счете может послужить тем фактором, который рано или поздно даст гражданам нынешней Российской Федерации возможность чувствовать свою ответственность и стать в полном смысле гражданами, а не подданными. Да. Между собой, мечтаю. Я полагаю, что пока Россия остается в нынешнем формате существования,
даже если внезапно завтра на смену Владимиру Путину придет новый какой-нибудь политик-демократ, который объявит, станет на колени перед памятником павшим украинским воинам и гражданским, это не отменит того, что через 20-30 лет вот запрос нам можем повторить, и на реваншизм снова может в России проснуться. Поэтому я как раз убежден, что для украинского будущего, безусловно, было бы важно выход России из имперского формата существования. А выход России из имперского формата существования в том числе связан с признанием лоскутности нынешней Российской Федерации, того, что она состоит из множества территорий, на которых в том числе есть национальные идентичности, что эти идентичности нельзя подобрать, что нужно честно говорить о собственном прошлом. Поэтому мне кажется, что, безусловно, вот если мы говорим о том, что Россия — это нынешняя Россия, она больше, чем национальное государство, но меньше, чем империя, мне бы хотелось, чтобы все-таки движение шло не к восстановлению империи, а, безусловно, чтобы Россия дрейфовала в формат национального государства, а это в том числе может быть связано и с пересмотром действующей границы. Давай, когда мы говорим об этом варианте, возникает сразу же несколько вопросов. Окей, теоретически нам это выгодно, но тот же вопрос, как можно контролировать ядерное оружие уже на стадии распада Российской Федерации? Понимаешь, вот вопросы относительно того, как можно контролировать сложные важные процессы, связанные с глобальной безопасностью, в случае, если существующая структура дает трещину, это, безусловно, очень насущный вопрос. Но прямо вот сесть на бумажке, выписать тот сценарий, по которому будет развиваться события, чрезвычайно сложно. Точно так же знаешь, как в 89 году никто из нас не знал, как будет выглядеть конкурс 91 года. Мы можем предположить, что которая будет готова садиться за стол переговоров и всерьез обсуждать свое будущее, в том числе и будущее своего ядерного потенциала, это будет страна, в которой в дефиците будут нижние ярусы пирамиды Маслоу. Те самые ярусы пирамиды Маслоу, которая про физическую безопасность и необходимые ресурсы для повседневного выживания. Вот если российское государство перестает быть поставщиком этих самых важных запросов со стороны российского общества, повторюсь, про бытовую безопасность и про бытовое выживание, то, значит, в том числе можно садиться и обсуждать какие-то вот такие вот стратегические процессы. То есть меняем тонну ножек Байдена на одну... Друзья, я устал просто комментировать и опровергать вот эти разные вбросы, где часть правды, где очень обтекаемо и аккуратно преподносится то, к чему готовится украинское общество. И я постарался, как только увидел это видео, сразу же разобрать этот момент и предоставить вам на суд общественности вот это данное видео с моими комментариями. Судить вам, добавьте в комментариях то, что я упустил из вида, и всего вам самого хорошего. Слава Украине, и все будет Ичкерия. Hadi köyüm aşağıya.